Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства России. Так, нарушение установленных требований к рекламе, распространяемые по сетям электросвязи, а именно ее распространение при помощи спам-звонков, повлечет за собой наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 100 тысяч рублей, на юрлиц от 300 тысяч до 1 миллиона. Отделением Социального фонда России по Ингушетии с начала 2024 года единое пособие назначено родителям 23 120 детей. Данная мера поддержки полагается семьям с доходом на человека ниже прожиточного минимума в регионе. Общая сумма выплат составила более 1,5 миллиарда рублей. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Важно, чтобы родители и дети, на которых назначается единое пособие, были гражданами страны и постоянно проживали в России. В фонде напомнили, что ежемесячное пособие на ребенка выплачивается в размере 50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума на детей. Председатель правления благотворительного фонда «Тешим» Ахмед Костоев провел интервью с гендиректором ассоциации Хаят Йолу Эмиром Туранша, палестинцем из сектора Газа. Туранша затронул вопрос доставки гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газа. Он отметил, что, несмотря на все усилия и стремления оказать помощь, объем и скорость доставки оставляют желать лучшего. Из более 1000 фур необходимой дневной помощи для 2,5 миллионов человек проходит не более 200, и то лишь во время священного месяца Рамадан. В прошлом количество доставляемых фур не превышало 50. В течение прошлой недели фонду удалось доставить 40 фур. Таким образом, очередная акция, начатая главой Ингушетии и поддержанная всеми жителями республики, продолжается, несмотря на все препятствия, ограничения и сложности в доставке. В Ингушетии 26 апреля откроют 63 площадки в рамках проведения 6-й международной акции «Диктант Победы». Диктант будут писать в музее 100-метровой башни Согласия в Магасе, Горском кадетском корпусе, Ингушском госуниверситете, мемориальном комплексе памяти и славы в Малгобеке, Доме юнармейского движения и образовательных организациях. Акция направлена на привлечение россиян и жителей других государств к изучению военной истории России и повышению исторической грамотности. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и гражданства. Депутаты приняли в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс России, которыми предоставляются дополнительные трудовые гарантии женам погибших ветеранов боевых действий. Закон запретит увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели супруга. Исключение, если женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины, сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. За недопуск газовщиков в дома хотят установить штрафы до 2 миллионов рублей. Максимальное наказание будет установлено за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни. Резонансный законопроект Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях. Депутаты призывают повышать профессионализм самих газовых служб, которые зачастую проводят поверхностные осмотры квартир. Депутаты Госдумы и общественники просят Минтранс запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты. Сегодня пассажиры, купившие их в обе стороны одним бронированием и опоздавшие на первый рейс, не могут воспользоваться вторым перелетом. В итоге люди вынуждены заново покупать весь комплект билетов, а компании зарабатывают на них как минимум дважды. При этом у пассажиров есть право сохранить обратные билеты. Им необходимо уведомить об этом перевозчиков. Но некоторые компании не дают достаточного времени и плохо информируют о нюансах, отметили эксперты.